Зайческий остров, расположенный в Яныческом море, самый крупный из Яныческих островов. Население острова менее 50 тысяч человек. На праздник Успения Божией Матери здесь происходит удивительное явление. Вечером, после захода солнца, нескольким селам острова с гор начинают сползаться ядовитые змеи. Они собираются там, где некогда находился православный монастырь, а теперь на его месте стоит часовня. Одно из древнейших преданий гласит, что на месте нынешней деревушки Маркопола некогда располагалась женская обитель в честь Успения Божией Матери. И вот однажды, когда все мужчины острова были далеко в море на ловле рыбы, монахини увидели, что к острову приближается корабль пиратов. Монахини возложили чаяние на Пресвятую Богородицу. Они побежали в церковь и, пав на колени, молили Царицу Небесную о защите, а морские разбойники уже причали к берегу, стали высаживаться. Монахини с еще большим усилием возопили к иконе. Обезумевшие от предвкушения сладостного греха, пираты уже ломились в монастырь. Деревянные ворота не выдержали и рухнули. Ворвавшись на территорию, бандиты остановились как вкопанные. Вместо монашек во дворе они увидели огромных черных змей. В смертельном ужасе морские разбойники бросились прочь, прося небеса о пощаде и обещая навсегда забыть этот остров. Жители деревушки Маркопола утверждают, что в их церкви, освященной в честь Успения Богородицы, до сих пор находится именно та самая икона Девы Марии, перед которой просили о заступничестве монахини. Этот образ носит имя Богородицы Лангобардской или Панагии Фитуса, то есть Змеевой Богородицы. Итак, после захода солнца, накануне праздника Успения, прихожане ожидают появления змей. В этом году нам посчастливилось насчитать 12 представителей класса пресмыкающихся. Взяв их в руки, люди направляются на литургию, храмы, в котором очень много разных икон. Змеи ползут вверх и тянутся только к одной, к иконе Божией Матери. В глазах верующих здесь нет ничего удивительного, вернее непонятного. Кефалония — единственное место в мире, где ядовитые пресмыкающиеся во время праздника никому не наносят вреда. Их можно гладить, играть с ними и ощущать себя в гармонии рая. И непроизвольно начинать думать, осмысливать, почему Господь Бог попускает такое чудо, что за сила делает несущих в себе смертельный яд змеи ручными, безобидными по отношению к сотням людей различных возрастов и профессий из многих стран мира. Интересен еще и тот факт, что в те годы, когда змеи не сползали с гор, на острове происходили несчастья. Например, в 1943 году, во время фашистской оккупации, гитлеровцы расстреляли по одному человеку из каждой семьи. В год перед землетрясением или засухой змейки тоже не являлись людям. Литургия окончена. Змеи сползают со своей излюбленной иконы и покидают церковь. Они стараются как можно быстрее проползти дорогу и скрыться в родных горах. Местные жители предупреждают туристов, что это уже другие твари, к ним нельзя приближаться и тем более трогать. Теперь это страшные, ядовитые змеи, и не стоит играть с судьбой в прятки. Богородичные змейки покинули людское поселение и появятся здесь снова ровно через год. А нам, свидетелям случившегося, остается сказать простую банальную вещь. Всякое Божье чудо бывает для того, чтобы люди вспоминали о Боге и в своей гордыне не забывали Творца.